Сегодняшний доклад Международной организации амнистии под заголовком «Пришло время ответить за массовые аресты в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе» наглядно показал уровень, которого достигли репрессии и пытки в Восточном Туркестане. В докладе особо подчеркивается факт увеличения задержаний мусульманских этнических групп, начиная с 2017 года. В городе Конья прошла конференция, посвященная Восточному Туркестану. На конференции выступил секретарь Организации просвещения и солидарности Абдулахат Абдурахман. С другой стороны, в австралийском городе Аделаида прошла выставка фотографий, посвященная лагерям политического перевоспитания. Президент Венесуэлы, переживающий политический кризис, который длится вот уже 2 месяца, готовится к радикальным изменениям в правительстве. Николас Мадуро, на которого давит оппозиция, поддерживаемая США, попросил кабинет министров быть готовым к отставке. Западные СМИ сообщают, что недееспособное правительство США во главе с некомпетентными чиновниками ведет страну в долговую яму. Журнал Counterpunch пишет, что правительство США, вместо того, чтобы сообщить народу, что растущие расходы на оборону привели страну к банкротству, требует еще больше средств для военных целей. Битва при Чанаккале состоялась в 1915 году на полуострове Гелиболу. Целью союзных войск был захват проливов Чанаккале и Босфор. В результате героического подвига Мустафы Кемаля и его товарищей ход войны был изменен. 18 марта мы чтим память погибших солдат и мусульман Восточного Туркестана, направившихся вместо хаджа в Чанаккале.